Ялах божимат, ворсты сугу, но буду как вас, воздуха драувна. Сыц хазыбама ма вызфа и кайзар, дигван кодымджа, дихуаквада, куда апук. По-кабардински, ялах, дунейми хижам соми, рахмат хамагрит, ялах, сдагвам тхамзи газадаха. Традиции адыга-хабза, свода неписанных правил адыгского этикета чтут в семьях моздокских кабардинцев. Христианин Вадим Кукуев женился на мусульманке Беле и сыграл самую настоящую адыгскую свадьбу. У нас все свадьбы так играются здесь. Иначе никак. Наши нацмены, кабардинцы, свадьбы играют только в таком амплуа. Я не знаю, больше никак не представляю я наши свадьбы. Танцы, все. После свадьбы Белла приняла веру мужа, стала православной. Научилась печь куличи, красить яйца на Пасху и молиться иконе Божией Матери Марии. Как происходит обряд принятия православия? Какой-то ритуал совершается или вы как принимаете вот веру? Ну, это происходит в церкви. Это все делает батюшка, он крестит, со мной присутствуют два моих родителя крестных. Традиции религии с одной стороны, а с другой – национальные обычаи. Почитание старшего поколения, гостеприимство, достоинство, честь – основы, на которых воспитывают молодежь. Я горжусь, что я черкешенка, Обряд хальджи, о котором упомянул Вадим Кукуев, можно увидеть только у моздокских кабардинцев. Они пекут пышки по особым случаям, произносят молитву, режут их треугольниками и раздают во благо присутствующим за столом. Уникальность вот этого обычая заключается в том, что такой обычай только у моздокских адыгов. Вот 3 пышки, что передо мной, сделаны из высшего сорта зерна, полученного в течение года урожая. И поэтому мы сегодня готовы молиться Всевышнему за то, что Он предоставил нам такую возможность радоваться, воспитывать своих детей, с уважением относиться к своим старшим, соблюдая при всем традиции и обычаю адыга-хабза. Вот 3 пышки это означают землю, небеса и солнце. Сегодня мы хотим показать, как в Моздоке, в Моздокском районе, проходит праздник Мирму. Мираму праздник. Это по-русски называется Успение Пресвятой Богородицы Марии. А по-кабардински мы Марию называем Марьям. И отсюда идет праздник, называется Мерем. Перед тем, как разрезать священные пышки, старший произносит молитву. А затем младшему дает попробовать, и ему же достается крыло индейки, которое по традиции лежит сверху пышек. В этом тоже есть преемственность поколений. Старшие таким образом учат молодых, как соблюдать традиции и обряды. Папа Эдик. Эдик, подойди. Зака. И мы разрезаем ее, вот, и получается у нас треугольниками дольше. Треугольники, потому что у нас Анна всегда называлась, трехножка была у адыгов, Анна Шапыш. И тот, кто испробует вот этой священной пышки, тот будет самым счастливым человеком. Ему будет всегда вести, Бог, Господь будет помогать. Аква Света, мы хотим, чтобы тебе больше всех повезло в общении с кабардинцами моздокскими. Вслед за ритуалом раздачи пышек моздокские адыги разделывают индюка. Это тоже особенная церемония местных кабардинцев. Индюк делится ровно на 18 анатомических частей. Разделывающий должен держать птицу за ножки в левой руке и всю церемонию не отпускать. Мой отец 18 лет, там, когда ему было 18 лет, пацаном еще, в селе Богатырь, это Курского района, с дядей поехал, дядя у нас был Ляден такой, Факов. И теперь за столом сидят, кто будет резать индюка там. И, ну, никто не знает. Лядем говорит, дайте этому пацану хороший нож. И 18-летний пацан режет. Дядя говорит, здесь будет 18 кусков.
И когда порезали, скатерть убрали, посчитали 18 кусков. Каждый моздовский кабардинец должен уметь вот так ловко и быстро разделывать эту большую птицу. Ведь 3 пышки и вареная индейка – главное блюдо праздничного стола. Ну, у меня 6-й десяток идет, или уже заканчивается, можно сказать, даже. Вот сколько я живу, сколько эта традиция была. Но разделывать не на каждом застолье, а на торжественных случаях. Еще один интересный ритуал, связанный с застольем моздовских кабардинцев, касается разрезания желудочка разделанного индюка. Тамада стола делит его на 7 частей и раздает присутствующим, выбирая на свое усмотрение, кому достанется кусок. Его должны сохранить до конца застолья. Тот, у кого не окажется заветного куска, накрывает очередной стол. И все это делается ради веселья и забавы. Традиции застолья и гостеприимства у адыгов неразрывно связаны с национальной кухней. Адыги, где бы ни проживали, готовят традиционные, известные лилибщ, щипспаста. Но есть и особенные блюда, которые встречаются у того или иного субэтноса.